Всем доброго дня суток, с вами Эльвира из Америки. Жаптапор или же погалма елташлактин дандане Эльвира Америка гичен. Становясь все старше и старше, я все больше и больше понимаю, насколько я счастлива в том плане, что моими родителями были не кто-то, другие люди, а именно вот мои родители. Почему? Потому что как раз вот человек, когда рождается, и когда он растет или она растет, в этот момент родители имеют огромное значение. Также имеют значение бабушки с дедушками, но у меня их не было, потому что я родилась 8-м ребенком, и мои родители уже были достаточно в таком серьезном возрасте, за 40, 42 и 43. Я благодарна им за то, что они не вырастили из меня такого, знаете, тепличного огурца. Научили работать, а также научили думать. И когда были такие моменты, что нужно было что-то решать, они не очень-то легко давали мне ответ на этот вот жизненный вопрос. Они всегда говорили: ты учись сама думать, ты учись сама анализировать, что, почему, как, зачем. И приходи сама к своему ответу, думай, сама думай, а не слушай всех подряд. И я, если не помню, вот в таком еще в детском и в юношеском возрасте такие моменты, но у меня хорошо остались в воспоминании, когда мне уже было за 20, и у меня уже была старшая дочь. Надо сказать, что вот думать и анализировать, это они учили нас всех, абсолютно. И, естественно, и моя старшая сестра, она тоже разговаривала с людьми, и со мной, и с ее племянницей, то есть с моей родной дочерью. Как бы в таких случаях говорят, что умный не скажет, а дурак не поймет. Вот. То есть, слушая и своих родителей, и слушая сестру мою, надо было всегда как-то, знаете, очень внимательно слушать и уметь понять, что же они на самом деле говорят. Вот. Расскажу я вам случай, когда это было лето, это было время сенокоса, и вся семья как-то собралась. Мы все сидели за столом, я не помню, это был ужин или же это был обед. Но нас было достаточно много, все вокруг стола, и моя старшая дочь, она покушала, она подходит, значит, со своей тарелкой ко мне и спрашивает меня: мама, говорит, а что мне теперь с этой тарелкой делать? Я только хотела сказать, мол, унеси на кухню и поставь там, где ты найдешь место. Но тут сестра моя старшая, Лиза, которая была старше меня на 9,5 лет, она тут же влезла как бы в наш диалог с моей дочерью. Даже я не успела ничего сказать, и сестра сказала моей старшей дочери: а иди, говорит, и выкинь вообще в ведро мусорное. Я хотела возразить, и тут моя мама, то есть бабушка у моей дочери, дала мне знать, чтобы я ничего не сказала своей дочери. Она тут же меня остановила, она говорит: пусть, говорит, ребенок думает, не надо ей помогать, пусть она не делает, пусть, говорит, она сама решит для себя, что нужно делать. И вот мы все кушаем,
И дочка моя пошла на кухню с этой с тарелкой, и мы как бы, я прям сижу, вся такая занервничала, думаю, господи, вот тестируют мою дочь. Немножко такая была обозленная и на сестру свою, и мама тут у меня, и все. Кстати, у меня и старший брат тут же был, он так еще рассмеялся, говорит, ну вот, маленькая Машенька, тестируют все ее. И я как бы уже подготовилась была, знаете, к такому грохоту, что тарелка падает в ведро, и... Но тут у меня дочь приходит обратно с этой тарелкой, тоже такая вся очень немножко злая, подходит своей тете Лизе, к моей сестре, и говорит, почему, говорит, выбрасывать в ведро, когда можно помыть и снова использовать? А ей было 3 годика. Ну, тут, конечно, кто были и дядя Толя, то есть и бабушки, и дедушка, все, конечно, похлопали и сказали, браво, Машенька, ты прошла наш тест, правильно, ты решила, сделала для себя очень правильное решение. То, что ты не сделала так, как тебе тетя Лиза сказала, взять и выбросить в ведро, а ты подумала сама своей головой и решила, что не нужно выбрасывать, нужно помыть эту тарелку и снова использовать. И таких примеров у моих родителей и также с моей старшей сестрой было достаточно. Очень часто родители говорили, чтобы я сама думала и сама своей головой доходила до решения, чтобы я не жила на поводу у некоторых людей и вообще у людей. То есть она всегда говорила, твоя жизнь, твоя голова, от твоей головы зависит твоя жизнь. Следующий случай я расскажу также с моей сестрой. Она работала в школе учительницей начальных классов, и в этой школе работала тетя Нюра техничкой. Вы уже знаете, что мы национальности Мария, мы Мариула Начланат. Так вот, Лиза наша, она всегда разговаривала с тетей Нюрой на нашем родном марийском языке. Салам, Лиза, тетя Нюра кузейлет, тетя Нюра, как ты поживаешь? Жапетул годом пуренлек, кунам вара подлячаем юна. Она также всегда приглашала эту тетю Нюру пить чай. Когда у меня будет перерыв, приходи, мы с тобой попьем чай. Так вот, тетя Нюра, но они всегда разговор держали вот именно на нашем родном марийском языке. Но я же вам расскажу на обоих языках. Она, значит, тетя Нюра пришла к ней, и они пьют чай, и тетя Нюра тут говорит на марийском языке. Сейчас переведу. Елизавета Геннадьевна, а ты доченак мо? Попов шатая низад мо? Елизавета Геннадьевна, а это, говорит, правда, что Попов твой брат? И тут сестра ей отвечает, также на марийском. Уке, туда маншижаремен изаже. Говорит, нет, он, говорит, брат моей сестры. И тетя Нюра тут говорит, а мы еще не нам тебе тайнизат. Говорит, а я-то думала, это твой брат. Сестра улыбнулась, тетя Нюра ушла. Через час или там через 2, говорит, приходит и такая, говорит, что ты мне говоришь? Мом ты маланем тагаем кутрет. А шижарет, не зажат. Ты да тайнизат. Говорит, что ты мне такое говоришь? Брат твоей сестры, это, говорит, и твой брат. А сестра такая, говорит, тебе хватило там столько времени
чтобы думать и додуматься, что это и мой родной брат. Такие же были и родители, и такая же была сестра. В общем-то, они научили нас думать, и чему я, конечно, очень благодарна. Почему? Потому что я не живу стереотипами, типа, а что там люди скажут, как там посмотрят. Вы знаете, если бы я постоянно так думала и делала все как бы в угоду кому-то, то жизни бы просто не было бы. Поэтому, например, вот даже когда я лежала в больнице с моей, я теперь не помню, со старшей дочерью или с младшей дочерью, это была больница детская, и насчет диагноза были такие сомнения, знаете, в общем, тогда мне пришлось разговаривать с тремя, не верить вот только одному врачу, а выслушать мнение еще и троих остальных там врачей. И когда у троих, вернее, у двоих мнения сошлись насчет диагноза, я, естественно, взяла как бы ответ большинства. То же самое у меня было насчет, когда там были судебные дела, я консультировалась с юристами, которые практиковались, и, естественно, я всегда общалась не с одним юристом, а с несколькими, с 2, 3, 4, а иногда даже 5, ну, смотря какое дело было. И в таких случаях я и сама, конечно, искала ответ на свой вопрос во всех этих кодексах. В общем, разговаривала с людьми, с очень разными, искала литературу соответствующую и находила ответы в своей жизни вот сама. И, конечно, больше и больше благодарю родителей за то, что они вот научили анализировать, думать, заставлять себя что-то делать, даже если как бы думаешь, о, это невозможно, это не осилить, но глаза, говорит, боятся, а руки делают, потому что если не верить в себя, то кто же еще в тебя поверит? Поэтому, естественно, нужно саму себя уважать и жить дальше. Снова возвращаясь к сестре, а это было в 90-х годах, она всегда так говорила, что если ты не хочешь испортить себе настроение, то не смотри телевизор, не слушай радио, не читай газеты. Вот сегодня уже 2022 год, и уже столько времени прошло с этих слов, то, что она мне сказала. Вы знаете, эти слова ее, не слушать радио, не смотреть телевизор и не читать газеты, если я не хочу себе испортить настроение, оно даже актуально сегодня. Потому что, ну, сегодня в основном, что мы делаем? Ну, смотрим, кто-то смотрит телевизор, кто-то смотрит видео на ютубе и вообще в интернете. А интернет, это, вы знаете, такое место, что чего вам только там не предложат. Все. И вот тут вот, вы знаете, опять же, ваше право и ваше желание, что вы для себя выберете. Можно бесконечно смотреть что-то такое
которая будет постоянно вас заставлять вот грустить, плакать, переживать, или же вы что-то найдете для себя оптимальное решение, несмотря на все сложности в жизни. То есть вы не только будете свою голову забивать вот чем-то отрицательным, чем-то негативным, но все-таки будете находить в жизни позитивное и смотреть на жизнь по-своему, и в итоге все равно находить какую-то радость в жизни. Вот когда я открывала этот канал свой, я для себя просто решила, что я через свой канал буду нести позитив. Почему? Потому что в жизни и так слишком много плохого. Зачем я буду вас чем-то еще расстраивать, заставлять вас переживать, думать? Я хочу, чтобы вы посмотрели, чтобы у вас было какое-то, посмотрев мое видео, было какое-то, вот, понимаете, желание жить и радоваться, несмотря ни на что. Поэтому я сразу же решила для себя, что негатива у меня не будет. Что бы ни было, я абсолютно исключу из своего как бы плана канала, не будет у меня ничего связанного с политикой или с политиками. Я не буду разбирать жизнь известных людей, я никогда не буду говорить про религию. Поэтому мне хочется через свое видео показать людям, что жизнь все-таки зависит так или иначе от самой себя или же от самого себя. Неважно, кто там, что там говорит, не нужно верить всему тому, что вы слышите и что вы видите. Находите возможность доходить до ответа именно своим собственным путем. То есть, если я, например, вижу какую-то информацию, которая как бы ставит, у меня большие вопросы, я, безусловно, буду искать через абсолютно разные ресурсы, чтобы найти точный ответ. Вообще, если как-то мне сказали, это ваша правда, а это наша правда, не бывает так, что ваша правда и наша правда. Правда, она всегда одна. 2 плюс 2 всегда будет 4. Не будет по вашей правде 4,5 или же по моей правде 5. Это всегда будет одна и та же правда 4. 2 плюс 2 – 4. Единственное, что разница, как люди подают вот эту вот информацию. И каждый подает вот эту вот информацию, как ему выгодно. Естественно, другая сторона это уже должна сама для себя понять, принять ему или ей эту информацию как за действительное или же просто выкинуть куда подальше. Дорогие мои друзья, Пагалам и Юлташлак, я сказала все, что, в общем-то, хотела. Остается мне только пожелать вам всем доброго здоровья, а дороже здоровья только здоровье, и не только физического здоровья, но и еще и ментального здоровья. И так или иначе находите в жизни для себя, что будет вас радовать.
Я хочу вам пожелать всего самого, только доброго. И, пожалуйста, кто еще не подписался на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки и распространяйте мое видео. Pagalama yurttaşlar, talanayım ulu kumalan, tindalan satajalakam, pagalza şkindam, ilaza şkişim dadene, и качал за шкаланда илшиште модене те шкендам кертада евартактен. Киша возалтен огол моен каналышке возалца. Шара за моен видеом, лайкам шандаш и дамонда и сан юмаден падля илза. Тенданден Ильин Эльвира Америковичен. С вами была Эльвира из Америки. My soul, the California gold. I found a light in me that I couldn't find. So when I want you to get the words, every time we say goodbye. Вам как? Понравилось? Вы знаете, я тоже так хочу дожить как бы до своих 102 лет, даже не до 100, и быть такой же радостной и счастливой, несмотря ни на что, и танцевать. При этом танцевать так, как будто тебя никто не видит. Found a light in me that I couldn't